По 70 человек в день в Стерлитамакском ковид-госпитале рассказали о загруженности инфекционных отделений. В каких условиях работают врачи, есть ли среди тяжело больных пациентов вакцинированные и какие методы лечения применяют в госпитале. Из красной зоны репортаж Азалии Гайнуллиной. Мы находимся в красной зоне ковид-госпиталя в Стерлитамаке. Нагрузка у врачей очень большая, они экипированы так же, как и мы, журналисты. Очень трудно дышать в этом противочумном костюме. Очки все время запотевают. 6 часов работы за смену. Пациенты лежат даже в коридорах. Диану Бердигулову привезли в ковид-госпиталь на прошлой неделе. Она была вакцинирована. Сделали ПЦР-тест. Результат отрицательный, а компьютерная томография показала 40% поражение легких. Врачи поставили диагноз – двусторонняя пневмония. Я вообще задыхалась. Даже мне ходить тяжело было. Я не понимала просто сначала, что это такое, оказалось. А как сюда приехали, попали? Попала, и я поняла, что уже все признаки были. Вот я в поликлинику свою, меня сразу сюда направили. Таких пациентов, как Диана, здесь свыше 300 человек. Врачи говорят, что в основном в этот госпиталь попадают люди старше 45 лет. По их словам, 98% получающих здесь лечение не вакцинированы. Они заражаются, в гости ходят, дети приезжают, то есть издалека, допустим, с севера, с Москвы, с Питера, заражаются и поступают к нам. И если у нас где-то выписка каждый день 10-15 человек, уже на эти места сразу поступают люди в тот же день. С момента начала работы госпиталя выписано более 6 тысяч пациентов. Инфекционный центр разделен на несколько корпусов. Здесь и отделение диагностики, и бактериологическая лаборатория, дезинфекционное и центрально-стерилизационное отделение, кабинеты компьютерной томографии и рентгенодиагностики. Вот, туда подъезжает скорая, привозит пациентов с района, и мы заводим. Соответственно, здесь им измеряют температуру, записываются пациенты, раздеваются, обрабатывают руки и проходят дальше на КТ. А это лабораторно-диагностическое отделение. Здесь проводят исследования на иммуноферментный анализ крови, ПЦР и бактериологию. Есть и круглосуточная экспресс-лаборатория. За полгода работы госпиталя сотрудники отделения провели около 500 исследований. На территории госпиталя находится кислородная станция. В каждую палату подведены точки выхода вещества в помещение. Лечение полное она получает. Это гормонотерапия, это антикоагулянты, это ингибиторы интерлейкина 6. Второе дыхание здесь открывается у пациентов не столько из-за оснащенности госпиталя, сколько благодаря внимательному отношению медперсонала к больным. Лежала, температура не спадала. Было очень тяжело. Даже разговаривать не смогла я. Дышать тяжело было. Врачи на ноги поставили меня. Врачи, медсестры, санитарки. Всем спасибо. Все ресурсы на спасение людей. Госпиталь готов даже к непредвиденным обстоятельствам. Например, для экстренных родов женщин с коронавирусом в госпитале предусмотрен родильный блок. Пока срочного приема ковидных пациенток не было, а вот экстренные операции проводить приходится нередко. Нагрузка большая? Да, 2-3 операции в неделю. Медсестры, стажеры, ординаторы БГМУ. Многие сотрудники до прихода сюда были в красных зонах в других городах и регионах. А кто-то, наоборот, только начинает свою профессиональную деятельность. Эльза Фаткулина работает в ковид-госпитале Стерлитамака 3-й месяц. Было неудобно, некомфортно, в слезах иногда бывали, работали. Мы это изначально. Потом уже все привыкаешь. И даже не чувствуешь, что в таком некомфортном костюме работаешь. Для нас это уже обычное дело. Мы с пациентами и днем, и ночью. Все время для нас нет ни выходных, ни праздников. Для удобства сотрудников на территории отдельным корпусом расположено общежитие. Все условия есть. Комнаты уютные, просторные. Приходим уставшие в общежитие. Это отлично, то, что никуда не надо ехать, никакую квартиру снимать, ничего, нигде искать жилье. В красной зоне каждая минута жизни становится ценней. Слова благодарности персоналу центра слышишь здесь, в каждой палате. Доктора не оставляют без внимания ни один вопрос. Отвечают все правильно, четко, все понятно, все ясно. Очень хорошо заботятся о нас медработники. Пока процедуры продолжаются, пациенты ждут, что именно сегодня они одолеют коварную болезнь и смогут снова вернуться домой. Надеемся на лучшее.
Азалия Гайнуллина, Булат Садриев и Роман Мукуфа. Новости Стерлитамак.